На должность исполнительного директора подали документы 3 человек. А сколько будет участвовать, мы еще не знаем, потому что мы будем рассматривать документы и будем смотреть, кого допустить к конкурсу, а кого еще не допустить, потому что документы все должны соответствовать. Мы имеем, к сожалению, неприятный прецедент, когда и документы соответствовали, и все соответствовало, но тем не менее подали в суд. И суд тянулся достаточно долго, а теперь еще и за это время мы должны, как говорится, оплачивать. Компания вообще понесла очень большие убытки по судам. Поэтому сейчас мы стремимся, как говорится, абсолютно все делать по букве закона. Кто эти люди? Вы можете их назвать? Ну, один первым подал документы Анастасов Вадим. Вот. Потом подал документы Радов Григорий Дмитриевич. Он уже был в свое время председателем компании. И Колчик Владимир Леонидович. Вот 3 человек, которые подали документы. А в этом году, на этот раз, были какие-то определенные новые какие-то условия для этих людей? Да, естественно, по новому закону теперь, поскольку вообще с самого начала и в старом законе председатель компании должен был быть менеджером, но там почему-то оговаривалось, что он должен быть журналистом, то есть, по сути, он должен был иметь вообще 2 специальности. Но поскольку это действительно должность такая руководящая, управленческая, менеджер, то уже в новом законе, значит, требования о том, чтобы это был журналист, уже такого требования нет, а просто, чтобы человек имел управленческое образование, экономическое образование, потому что это действительно на самом деле менеджер. Все подавшие это образование имеют, все подавшие документы.